Здравствуйте, в эфире программа «Услышать каждого». Тема сегодняшней передачи – реализация проектного офиса «Культурный человек. Культурное общество». И сегодня на эту тему мы поговорим с гостями в студии. Это заместитель министра культуры Тувы Бадыргы Марьята Мадроловна, заместитель директора Республиканского центра народного творчества и досуга Хамушку Виктория Викторовна и доктор культурологии, главный научный сотрудник ТИГИ, профессор кафедры философии Тувинского госуниверситета Кюжугет Айлана Калиновна. Здравствуйте, уважаемые гости. Первый вопрос. Как родилась идея создания проектного офиса «Культурная нация», «Культурный человек»? Здравствуйте, уважаемые телезрители. Идея возникла у нас еще давно. Задача была поставлена правительством Республики Тыва, в частности Анатолием Партизановичем. Мы всегда хвалились своими достижениями в сфере культуры и искусства. Он всегда напоминал, сколько бы мы достижений мировых не сделали, то если у нас бытовой уровень культуры будет оставаться на таком же низком уровне, если будут валяться пьяные или там плевки на улицах, на асфальте, то все наши достижения сводятся к нулю. Поэтому мы, чтобы решить как-то частично, не частично, полностью, если хотим, да, чтобы решить эту проблему, мы думали над этим проектом. И название проекта предложила Ольга Васильевна Фенцель, экс-директор Национальной библиотеки «Культурный человек. Культурное общество». Вот такой проект. Когда он был инициирован? Инициирован, в декабре мы назвали, мы ежегодно же приоритет определяем на следующий год, и вот на 2017 год приоритет мы взяли вот такой против. То есть цель этого проекта поднять бытовой уровень культуры населения. Сейчас на какой стадии реализации Сейчас, проекта? можно сказать, что мы исполнили из запланированных мероприятий примерно 40%. Что мы сделали? Это значит, в первую очередь, исследовательскую работу, анкетирование среди населения на знание этикета и правил, норм поведения и так далее сделали. Нам помогли, значит, ученые с ТИХПИ, то есть Тувинского института гуманитарных прикладных исследований. Но результаты показали самые такие плачевные, так скажем, да. И вот в течение года мы запланировали наши учреждения, библиотечно-музейные, концертно-театральные, культурно-досуговые учреждения, запланировали ряд мероприятий, комплекс мероприятий, направленные на повышение уровня культуры. Это значит семинары, этикета, лекции, то есть лекции и вывешивание баннеров с правилами поведения и так далее. Вот такой набор мероприятий. И нам помогают другие органы исполнительной власти. Это значит Министерство здравоохранения, Министерство связи и информатизации Республики Тыва, Министерство образования, даже ТВГУ, Тувинский государственный университет и так далее. Очень многие органы исполнительной власти нас поддержали. И мы еженедельно выходим, то есть в средствах массовой информации. У нас создана также в социальных сетях отдельная группа «Культурная Тува», ВКонтакте, например, есть у нас и Вайберы, паблики есть и так далее. Вот такую работу мы ведем. Виктория Викторовна, если вот целый офисный проект называется «Культурный человек. Культурное общество», то что это за акция «Культурная нация»? Культурная нация – это у нас республиканская акция, которая стартует во всех муниципальных образованиях нашей республики, во всех районах, в том числе, конечно же, в нашей столице, ровно в 2 часа 2 июня. И она представляет собой такое комплексное мероприятие, где принимают участие сразу несколько учреждений культуры. У нас, например, это наши 2 большие библиотеки, да, это Национальная библиотека, Детская библиотека имени Чуковского, Республиканский центр народного творчества и досуга. Здесь будет задействован и Тувинский государственный театр кукол. Кроме того, отдельные работники культуры, да, а также к нам отрадно, что присоединились Министерство здравоохранения. Они будут представлять свой уголок под названием, пока рабочее название «Уголок здоровья». Также к нам присоединились индивидуальные предприниматели. Вот, насколько мне известно, по-моему, кафе Fusion представит сервировку стола. То есть человек, придя на площадь Арбата 2 июня в 2 часа, сможет прям комплексно
узнать что-то о культуре, да, это не только сервировка стола, не только культура питания, правильное питание, но и какие-то вот игры, конкурсы, это возможность подержать в руках книжные новинки, полистать книги об этикете, принять участие в различных играх, например, да, «Собери мусор» у нас будет игра. В первую очередь, на кого направлена акция? Акция у нас направлена на прохожих. В общем, это любой человек может быть. И дети здесь будут, и взрослое население, и молодежь, конечно же. А принимает участие у нас в основном это будет молодежь, участники сами, да. К нам присоединились также волонтеры наши из движения «Добрые сердца Тувы». Подключилась и мэрия, департамент культуры, спорта и молодежной политики. В общем, придя на площадь Арбата, можно и послушать музыку, даже можно самостоятельно сыграть на инструментах каких-то, да. То есть, в общем, 2 часа пройдут насыщенно, незаметно. Мы надеемся, и погода нам будет благосклонна к нам. Вот. Приглашаем будет ли всех, еще в течение этого года подобные мероприятия? Да, конечно. Вот эта вот наша акция будет, наверное, раз в квартал. Ну, мы ее повторим осенью. И вот, может быть, в какой-то закрытой площадке, немножко в другой форме, где-то в помещении. Это ближе уже к зиме. Вот. Кроме того, у нас ряд мероприятий у нас проходит в учреждениях культуры. У каждого учреждения есть свой план. Вот, например, у нас, да, у Республиканского центра народного творчества в настоящее время идет заявочная кампания республиканского конкурса кино-видеотворчества под названием ТВ Синема. То есть в течение июня, кто не успел еще подать заявки, да, это по всей республике, любые профессионалы, любители, все могут принять участие в данной акции, просто вот сделав небольшой сюжет, может быть ролик, да, от 10 секунд до 5 минут о культуре поведения на природе, в учреждениях культуры, может быть в образовательных учреждениях, в общественных местах, в транспорте, ну, в магазине, где угодно, в общем. Куда заявки отправляются? Заявки отправляются к нам, в оргкомитет. Это мы находимся в Доме народного творчества на 1-м этаже, 106 кабинет. Ну вот спрашивайте Центр народного творчества, и вам все скажут. Либо можно электронно отправить на наш адрес rcntd@mail.ru. Айлана Калиновна, вы как эксперт по культурологии, расскажите, кто такой культурный человек? Определений культура, культурный человек огромное количество, особенно в науке, как вы понимаете. Но если подумать на таком бытовом уровне, наверное, самое главное определение, самое главное качество культурного человека – это умение владеть своими эмоциями, усмирить свой нрав. Конечно, это зависит от воспитания. Вы знаете, когда вот я иногда в школах бываю, и пишут там «не сорите», не плюйте, например, да, это, мне кажется, неправильный путь. Гораздо лучше, если мы будем писать какие-то интересные фразы, которые могут задеть человека и могут даже изменить вообще его отношение к миру. Например, мне очень нравится выражение великого китайского философа Конфуция, который говорил, что не надо воспитывать детей, воспитывайте себя. В любом случае дети будут поступать подобно вам. Копировать. Копировать. То есть надо начинать с себя. Если вы будете вести себя плохо, бросать бумажки, и ребенок будет это видеть, а потом вы будете ребенку говорить, что так делать нельзя, не получится. Нужно всем обществом браться за это дело интересное. Это действительно, это не акция даже, это должно быть такое движение. И министерство это объявило, а мне кажется, что это должно быть, общественное мнение создано, что ну хватит. Мы уже дошли до какой-то точки, понимаете, вот мы как культурологи понимаем, что культура это есть и антикультура. К сожалению, мы тоже это изучаем. И не хочется, чтобы про нас, про Туву говорили, что у них больше антикультуры, чем культуры. И опять же в этом плане мне очень нравится выражение, известное выражение Далай-ламы, когда он обращается к своим представителям своего народа тибетцам, он говорит: пожалуйста, помните, что каждый из вас должен вести себя так, чтобы именно по поведению одного человека судили обо всем народе. Вот представьте себе, если бы каждый из нас хорошо подумал
из тех людей, которые смотрят нашу передачу, и решил, а вот по моему поведению, как я хожу, как я говорю, как я веду себя на работе, можно судить обо всем народе? Вы знаете, если вот подумать, то да, я думаю, что много изменится. Человек будет думать. И не только нужно вести себя хорошо и культурно, когда вы будете за рубежом, предположим, там в Москве, там, я не знаю, там в Америке. Нужно вести себя в своем селе хорошо, потому что у нас сейчас все больше появляется туристов. И, естественно, на нас смотрят. И вы знаете, вот мне не очень нравится, я часто бываю в экспедициях и в республиках, и в Сибири тоже, и про нас очень часто говорят горячие тувинцы. Понимаете, к сожалению, мне кажется, что здесь со знаком минус это выражение, потому что под словом «горячие» имеется в виду, что мы не сдержанные, что мы не воспитанные. И вот когда мы все поймем, что так больше жить нельзя, что-то изменится. Какие вы можете дать рекомендации, чтобы человек вел себя культурно в обществе? Мне кажется, что должен какой-то действительно духовный лидер, ну вот, конечно, хорошо бы уровня Далай-ламы, обратился бы вот к каждому и сказал, что давайте все-таки начнем с себя, посмотрим, как мы живем, как мы ведем себя, и тогда начнет что-то меняться. Какими-то конкретными там, знаете, вот большими такими акциями, мне кажется, ничего не изменится. Сначала нужно изнутри, чтобы было движение. Знаете, к понятию культурный человек еще относится такое понятие, как уважение к своему народу, к своей культуре. Есть такое понятие, как чувство национального достоинства. Вот оно должно быть в каждом из нас. Мы должны гордиться, ну в данном случае, что вот мы тувинцы, да, и мы должны показывать не антикультуру, а нашу великую культуру, которая у нас есть, но которую, к сожалению, многие из нас не знают, традиционную, предположим. Мы очень многое потеряли, теперь нужно возвращать. Это была программа «Услышать каждого». Увидимся на следующей неделе.